В нашей студии сегодня заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Владимирович, я приветствую вас, спасибо, что приехали. И мы включаем Казахстан, оппозиционный политик, как он себя позиционирует, журналист Амиржан Касанов на прямой связи с нами по видеотелефону. Амиржан, я приветствую вас, я тоже благодарю. Первый вопрос в студию. Вот сегодня, в среду, с главой Министерства обороны Казахстана встречается господин Сергей Шойгу, Сергей Кожухетович, и вот российский министр пообещал поделиться опытом оперативного планирования применения российских войск в Сирии в борьбе с запрещенными в России террористическими группировками. Это вот ложка к обеду, так сказать? Я полагаю, что это все-таки на перспективу, потому что действительно на территории Казахстана имеет рост определенных радикальных настроений, в том числе под исламскими флагами. Однако эти настроения носят локальный характер. Мы можем вспомнить о том, что именно там в 2011-2012 году тоже происходили теракты, однако они тоже были локальные. Для того, чтобы применять вооруженные силы, это нужно уже сопротивление несколько другого уровня. И это должны быть уже активные ячейки, которые готовы не только к захвату оружия, к захвату, положим, городов, населенных пунктов. Тогда нужно применять вооруженные силы. А сейчас это все-таки больше, наверное, поделиться опытом на перспективу. Особенно это важно для России, потому что когда-нибудь, наверное, в Казахстане будет меняться власть. И к этому моменту надо быть готовым к тому, чтобы поддерживать стабильность в этом государстве. О перспективе мы переговорим обязательно. Амиржан, что вы усмотрели за вот предложением министра обороны России? Ну, для меня немножко непонятное предложение, потому что я считаю, что защита суверенитета, государственных устоев, конституционных устоев Казахстана, это внутреннее дело самого Казахстана. Во-первых, конечно, не дай бог, чтобы такое случилось. И уважаемый эксперт говорит, что при смене власти, возможно, какие-то там потрясения, помощь извне, в том числе из России. Я думаю, что Казахстан готов к реальной смене власти в конституционных рамках, и никакая помощь нам от господина Шойгу не понадобится. И не дай бог, чтобы это понадобилось. Тем более к российской армии сейчас бывшие постсоветские государства, суверенные ныне государства, относятся через призму событий в Украине. Я не буду сейчас вдаваться в дискуссию долгую, но я хочу сказать, что этот имидж, который связан с аннексией Крыма, он остался, и этот имидж существует, и во многих независимых государствах бывшего Советского Союза не хотели бы, чтобы Россия военным образом участвовала в наших внутренних делах. Я понимаю ваше стремление сейчас ответить, коллеги. Но мы сейчас возьмем паузу, перейдем на рекламу, после нее продолжим нашу дискуссию. Мы продолжаем оценивать итоги визита министра обороны России в Казахстан и его вообще вояж по Средней Азии. Владимир Ильич, ну вы хотели ответить, коллеги, да? Я хотел бы сказать, говорит что... Амиржан о защите суверенитета, о возможности введения, видимо, какого-то, имеет в виду введение контингента какого-то российского в перспективе. Да, мы правильно понимаем вас, Амиржан? Ну да, так в контексте прозвучало же, что борьба совместно с терроризмом, я думаю, что если какие-то теракты... слышал за заявлением российского министра, что возможность какого-то военного присутствия России в Казахстане. Я прошу. Да, я хочу сказать, что если бы Россия хотела кого-то присоединить, то могу заметить, что это был бы не Западный Казахстан. Это была бы Южная Осетия, которую Россия не присоединяет, несмотря на то, что имеет для этого все основания. Опять же, мне интересно, я не могу понять моих казахстанских друзей. Они боятся Россию, но совершенно не боятся НАТО. Создают Казбрик, например, который в рамках НАТО должен действовать. Наверное, я так понимаю, что цветные революции приходят только с Российской Федерации.
А кто еще может на Украине создавать, кроме Российской Федерации, цветные революции? А, кстати, что касается цветной революции, вот сегодня как раз Нурсултан Назарбаев заявил, прозвучало вот это словосочетание «цветная революция». Амиржан, вы как считаете, что назревает вот эта вот весна? Ну, я хотел бы коллеге ответить достаточно корректно, что слово «присоединить» — это немножко из вашего прошлого, имперского прошлого. Ой, господа, ну давайте не будем вот пикироваться по этому поводу. Ну, не надо присоединять нас, мы суверенное государство. А что касается сотрудничества с Россией, конечно, у нас 7,5 тысяч общего километра, у нас договор о вечной дружбе. Естественно, казахстанцы знают казахскую пословицу, которая звучит, что сосед лучше, чем дальний родственник. Поэтому мы в хорошем смысле быть обречены быть вместе навеки вечные. Но это не значит, что какие-то, в том числе и актуальные проблемы, как борьба с экстремизмом и терроризмом, могут стать причиной вмешательства во внутренние дела. Я, может быть, не так выражаюсь, но это очень актуально для нашей страны. Теперь, что касается цветных революций. В Казахстане достаточно зрелое гражданское общество. Несмотря на, конечно, усилия власти по нейтрализации политической оппозиции, есть организации, есть персоны, есть идея общая для всего человечества, как сменяемость власти. Я думаю, что казахстанцы внутренне ко всему этому готовы, и никаких цветных революций извне у нас не будет. Если что-то в стране будет меняться, только руками самих казахстанцев. Ну и хорошо. Да, мы тоже за то, что в Казахстане всегда было все хорошо. Да. Но у меня есть некий экономический аспект вот происходящего. Я хотел с ним с вами поделиться. Вот, земельный вопрос, который стал предтечей последних трагических событий в Казахстане. Волнения начались в мае, как известно. И вот поправки в земельный кодекс о новом режиме продажи участков в частную собственность, увеличение там, с 10 до 25 лет срока аренды иностранцами, кому-то очень не понравилось, на мой взгляд. Все ополчились почему-то на китайцев, но никто не сказал, вокруг чего начались вот все эти ритуальные танцы. Речь шла о 1 миллионе 700 тысяч миллионов 1,7 миллиона гектар земельных участков, вводимых из Госфонда на аукционы, продажи. И вот какое совпадение, да, именно столько, 1 700 000 гектар земельных участков, Россия вывела из объема арендуемых у Казахстана земель объектов военного назначения. Но особенно интересно, передача 300 тысяч, если не ошибаюсь, гектар полигона Эмба, расположенного в Актюбинской области, рядом как раз с Актабе. А ведь Россия арендует 11 миллионов гектар земель по военным объектам. Вот, на мой взгляд, что-то в этом во всем есть с дурным запахом каких-то больших денег. Амиржан. Ну, я с вами в корне не согласен, потому что нужно отделять зерна от плевел. Вопрос полигона, он всегда стоял. Естественно, это было во времена Советского Союза, когда была единая армия, единое военное пространство. Я лично служил в городе Москве 2 года, как солдат советской армии. Поэтому это времена того прошлого, и, видимо, сейчас и Россия, как независимое государство, и Казахстан просто сейчас сводят дебет с кредитом в военных делах. Я не думаю, что вопрос военного полигона, он так влияет на отношения как с Россией, с Казахстаном, так и внутренние дела. А внутренние дела, земельный кодекс, это действительно назрел. Мы с вами это обсуждали в прошлый раз, и это никакого отношения к вопросам терроризма, экстремизма, тем более сепаратизма не имеет. Однако именно земельный вопрос в мае стал причиной волнений, и потом перерос вот в то, что мы наблюдаем в Актабе. Еще раз, уважаемый ведущий, я хочу сказать, что никаких абсолютно преемственности или сопричастности вопроса о земле и событий в Актюбе нет. В Актюбе произошли другие события, вы, по-моему, сегодня о них рассказали. Ну, вы знаете, конечно, это совпадение. Но, вы знаете, вот если исходить из даже российской практики, то всегда за выделением столь большого участка земли иногда стоит коррупция. Но, наверное, хотя бы в качестве одной из версий можно это рассмотреть, потому что, когда, например, говорят, кто совершил эти события, говорят, ну, конечно, радикалы-исламисты.
Но при этом мы фактов, подтверждающих, тоже серьезно не имеем. И никто не видел эту армию освобождения Казахстана в глаза. Да, и поэтому, конечно, можно предположить, я говорю гипотетически, о том, что факт коррупции мог иметь место, и даже есть фамилия человека, который в этом мог участвовать. Причем, хочу заметить, он гражданин именно Казахстана, а не Российской Федерации. Теперь продолжаем дальше. Действительно, Россия сокращает участки земли, которые она арендовала, потому что не все полигоны России нужны. Некоторые она может вывести, а некоторые, например, как полигон на Балхаше, она не может вывести, потому что это определяется военной целесообразностью. Опять же, есть же совместный космодром. Могу сказать, я полностью поддерживаю многовекторную политику Казахстана. Но при этом хочу заметить, что если вы вначале отказываетесь от строительства, от проекта Байтерек, потом сооружаете проект, который будет реализовывать, например, Украина, и проводите целый старт одной ракеты, ну, Россия тогда думает, а может построить космодром Восточный, и оттуда начать пускать ракеты. Тогда возникает вопрос, а зачем нужен космодром Байконур? Это просто логика событий, она, к сожалению, работает против Казахстана. Все-таки у меня не оставляет навязчивое ощущение, что что-то начинает происходить в нашей Азии. Задвигались все-таки какие-то тектонические плиты. Развитие событий, конечно, будем наблюдать. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. Всегда рада вас видеть на нашем канале.